Здравствуйте, дорогие мои думающие люди, подписчики и хейтеры, которые следят за всеми моими морщинками. Кстати говоря, у нас сегодня новая камера 4К. Разглядывайте все нюансы моей внешности. Ну, а с вами я, Алена Алексеева, и вы на канале Алексеева Лайф. Я знаю, что вы уже соскучились по обзорам. Интервью это, конечно, прекрасно, но все-таки хочется и побольше Алены Алексеевой. Так или не так? Но интервью у нас в любом случае будет и сегодня, в том числе. Сегодня такой выпуск, микс. Очень много интересных тем, которые спровоцировали нас на общение с одним невероятно крутым чуваком. Очень умным, очень крутым. Начать я этот выпуск хочу с моей любимейшей, драгоценнейшей. Я просто не знаю, на самом деле, наверное, 10% контента моего YouTube-канала не было бы, если бы не эта моя вдохновительница, мать ты моя кормилица, Лина Малина! Одна из подписчиц говорит: давайте все дружно пожалуемся на страницу Лины Малины, пускай ее закроют. Фиг, нельзя закрывать страницу Лины Малины. А как мы будем вообще знать, что вообще в этой жизни нельзя делать? Как себя нельзя вести, если Лина Малина закроет страницу? Или ее кто-нибудь угонит у нее. Ни в коем разе вообще. Мы должны беречь этот ценный источник информации, как зеницу ока. Я, честно говоря, конечно, вообще такая ситуация, которая произошла с Линой Малиной и с этими шлакоблоками, я не знаю вообще. Это вот прям апофеоз всего. Это конец 2020 года. Видимо, он настолько сконцентрированно весь пришел, и в этот двор Короленко, не буду называть номер дома, весь там случился. А в сети появилось видео, где некий мужчина обращается к водителю автомобиля, которым оказалась Лина Малина, с просьбой убрать шлакоблоки, которыми она подпирала портативный гараж и, собственно говоря, свернув гараж, села в машину, а шлакоблоки не убрала. И мужчина в достаточно вежливой форме, вполне резонно обращается к ней, мол, уберите, пожалуйста, эти шлакоблоки, вы ими пользовались. На что ему Лина Малина отвечает, что, вы хотите, вы уберите, или что там дословно было. Здравствуйте. А вы уже ехать собрались, да? Вы уже ехать собрались, да? Да. Хотел узнать, а вы за собой камни не хотите забрать, которым вы припирали гараж свой? А почему? Он должен лежать, да? Ну как он должен лежать? Машины бампера об них ломают, люди спотыкаются, вы сами только что упали и не сразу могли встать. Может, если о себе не думаете, хотя бы подумайте о других. Уберите за собой, пожалуйста, мусор. Если вы думаете о других, то уберите, пожалуйста. Что? Уберите, пожалуйста, тогда. Нет, я выложу это в интернете, если вы здесь это все не уберете. Выкладывайте, пожалуйста. То есть вы считаете это нормальным, да? Как? Разложить камни хотите? на парковке — это парковка. Нет, А здесь тротуар, здесь люди ходят, женщины и дети. Я жилец этого дома. Мне не нравится, что вы мусорите здесь. А кто мусорит-то? А что, по-вашему, это? Вот смотрите, это же ваши камни. Вот эти вот. Вот эти все камни, это вы оставили. И почему вы их за собой не убираете? Вы же гараж сложили в багажник, а почему вы не можете в багажник камни сложить? Возите их тогда с собой. Я впервые сегодня вышла. И что? Вы не имеете права меня снимать. Почему? Вы не должностное лицо. Это мой двор, я здесь живу, я жилец этого дома, я возмущен и выражаю вам... Я полноправный собственник этого дома. Понятно, а почему вы тогда срете у себя во дворе, раз вы здесь живете? А что это, по-вашему? Вот смотрите, я снимаю. Вот эти камни, это от вас осталось. Вы сами споткнулись и об этом упали. Если вы думаете о других, то сами убирайте. Понимаете, в этом вся загвоздка и вся соль и перец этой ситуации. Перец в чем? Перец, конечно, в другом. В том, что этот перец взял, это все выложил, да, с одной стороны, не мог там просто втихаря якобы решить эту ситуацию. Плюс ко всему, мне бы такое тоже не понравилось. Этот мужчина фотографировал, как Лина Малина на этих шлакоблоках сама споткнулась и упала. Сила кармы. А карма не дремлет. И Вселенная сама очень-очень справедлива. Да,
вселенная все видит. То есть вот она вот как бы создала эту встречу Лины Малины и шлакоблоков в этом дворе. Но помимо того, что да, он повел себя, может быть, несколько... Я не знаю, может быть, это в принципе люди уже замучились, да, соседствовать с Линой Малиной, которая вот демонстрирует какую-то определенную жизнь в Инстаграм, при этом, при всем, как бы, как соседка, может быть, она так себе. Вот я, например, тоже бы не очень хотела, чтобы я, выходя с подъезда, видела бы 4 шлакоблока, которые валяются перед домом. И мне не важно, кто их положил. По факту, да, ну, чисто юридически. Виноват всегда тот, кто использовал что-то последним. Ну, вот так оно в практике записывается, потому что невозможно отследить, кто это был до этого. То есть ты использовал, значит, соответственно, с этим надо что-то сделать. Каким-то образом утилизировать, отодвинуть или еще там забрать в багажник, да. Но меня вообще больше всего удивляет, что, ну, неужели лавровый лист на карточке банковской не помогает настолько, что невозможно купить нормальный гараж. Я не говорю про металлический там или еще что-то, да. Нормальный портативный гараж, который затягивается кулиской и не надо ничего подкладывать. Я не понимаю, почему такие тяжелые шлакоблоки нельзя сдвинуть, но при этом можно их как-то вот освободить, вот этот гараж, сдвинуть вот при этом, да, и невозможно положить к себе в салон. Я не понимаю, почему, допустим, у Лины Малины муж вообще позволяет женщине своей двигать какие-то шлакоблоки. Вот тут у меня вопрос возникает, что за ситуация такая, да, почему вот эта Лина Малина при этом при всем называет другого постороннего человека, гражданина, да, жильца, собственника жилья чмошником. На каком основании? Только лишь на том основании, да, вот здесь прямо вот будет сейчас возмущаться феминистка. Я не вижу никакой разницы в том, что подошел человек, снял видео, да, вполне культурно обратился и попросил убрать за собой. И какая тебе разница, Лина, кто к тебе подошел, мужчина или женщина? Тебя что конкретно возмутило? Что мужчина подошел и попросил не нарушать права вообще всех остальных жильцов? Или тебя возмутило, что к тебе вообще в принципе кто-то подошел и с чем-то обратился, да, с какими-то претензиями на свои права? Я просто вот начала думать чисто гипотетически. Ну хорошо, был бы это не мужчина, тогда бы что, да, была бы женщина. Было бы два исхода. Если бы эта женщина была бы русская, например, да, я представляю, какой хай бы поднялся. Вот русские притесняют якутов, поэтому вот она снимает меня, да, поэтому она выкладывает. Или если бы это была бы женщина якутской национальности, я вот прям, ну, практически на 100% уверена, что Лина бы там оторвалась по полной бы на этой женщине. Потому что вот там как бы, да, вот там как бы на получай. И еще бы сделала эту женщину вообще во всем виноватой. Чуть ли не в том, что она, может быть, эти шлакоблоки специально сама принесла, потому что из зависти такому прекрасному, замечательному блогеру, да. Но дело в чем? Дело в том, что когда человек начинает уходить в вот эти гендерные темы, да, чмошник, который там не помог или еще что-то, да, в принципе, если ты села за руль, значит, помощь тебе была не нужна. Если тебе реально нужна была помощь, то надо было бы вызывать скорую. Если это было сотрясение потенциальное мозга, да, то, может быть, вообще нельзя было бы садиться за руль, потому что это опасно и для тебя, и для той пассажирки, которая была вместе с тобой, и для остальных участников движения. Я просто не понимаю вообще, вот как можно на пустом месте, нет, не встретиться со шлакоблоком, да, а вообще создать такую идиотскую ситуацию. Вот как? В принципе, это, на мой взгляд, да, вот это же мой канал, мое видео, мой выпуск, мое чисто субъективное мнение. И на мой humble opinion, вообще, собственно, да, здесь можно было сказать только единственное. Извините, да, хорошо. А не вот это все, сраный телефон, который, оказывается, снимает Лину Малину плохо, потому что он сраный, да, а у нее же есть прекрасный телефон, подгон от, как он там назывался-то, ну, айфоновой пирамиды. Ну да, люди узнали, что есть как бы активное использование фильтров, а есть люди без фильтров. Вот, я подозреваю, что Лина Малина и все, кто там грозятся открыть YouTube-канал, вряд ли это сделают, потому что, ну, на YouTube-канале выкладывать фильтрованные видео крайне сложно. Поэтому вот я, какая есть вообще, вот просто в 4К смотрите, увеличивайте, разглядывайте и наслаждайтесь.
Но ключевая тема, это ладно, конечно, не обмусолить эту Лину, хотя меня, знаете, что убило больше всего? Она прям такую вендетту устроила, да, то есть вот прям каждый день мочит этого бедного человека, опуская его, оскорбляя бесконечно, называя его чмошником, да. Я считаю, что в вопросах каких-то вот таких гражданских между соседями, между жильцами нет темы мужчина или женщина, есть просто люди или те, кто ведет себя не по-людски, не по-соседски, и все. Если ты рассчитывала на какое-то некое эмпатическое, да, или человеческое его проявление, так вот на это и надо делать упор. Понимаешь, как бы, когда ты говоришь, ты поступил не как мужик, да, а что он, собственно, как мужчина должен был сделать? Почему ты от него, как от соседа, какого-то специального мужского отношения к себе ждешь? Это очень странно на самом деле. Мы все равны в данных обстоятельствах, вот в данных условиях. Или как бы человек всегда примешивает какую-то нотку флирта или нотку специального отношения. Вот я, допустим, категорически против этого. Уступи, потому что она девочка, это очень плохая такая, не очень хорошая, вернее, манера, вот, которая формирует вот такую корону на голове, да, то есть если я девочка, я могу делать все, что угодно, называть его чмошником, оскорблять за то, что человек является охранником. Ну какая разница, кем он работает? Ты считаешь, что есть суши-пиццы, да, бесконечно в ленте, это гораздо лучше, чем быть охранником? Как вообще, в принципе, можно опускать человека за то, что он работает охранником? А таксисты тогда для тебя кто? А дворники тогда вообще? Это, наверное, те, которые должны были проконтролировать твою встречу с шлакоблоками, да? То есть, вернее, они должны были их убрать, да, со двора, чтобы не было, чтобы Лина Малина не споткнулась. Короче, это вообще, конечно, трэш полный. Но во всем этом, по идее, главный смысл того, как мы относимся к нашей общей какой-то вот придворовой территории, как мы относимся к нашему городу, да, то есть вот нам всегда кажется, что кто-то за нас должен что-то сделать. Вот если я бросила там фантик, и он не долетел, ну пускай кто-то другой подберет, кому это надо. То есть вам надо, вы это и делаете. Понимаете, да? Если ты живешь в собственном доме, да хоть что там разбросай. Хоть говно, хоть шлакоблоки, хоть фантики, хоть что, понимаешь? Это твой двор, но это общий двор. Другая громкая новость прошедших дней – это задержание ректора АГАТУ, бывшей ГСХ, Ивана Слепцова. Ну, кто-то пишет, что сколько веревочки не виться, это должно было произойти. Кто-то пишет, о, ничего себе, да, все эти ученые степени этого ректора, все какие-то достижения, все какие-то там депутатские мандаты, корочки и членство в Единой России, припомнили. То есть, ну, как это вообще такое возможно? А ситуация довольно серьезная, потому что это уголовное дело, которое возбуждено по статье 285 УК, часть 3. Злоупотребление служебными полномочиями. Ну и там опять же начали, да, обсуждать, да кто не злоупотребляет нынче этими полномочиями, да все это как бы вот сейчас условный какой-то передел в пространстве силовых органов, то есть в связи с новыми назначениями и т.д. и т.п. Да? Ну, мы можем все это только предполагать или как-то вот что-то там фантазировать на этот счет. Факт остается фактом. Дело возбуждено. Также возбуждено уголовное дело по 4 части статьи 159 УК. Это мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ну, действительно, да, речь же идет о чем? Речь идет о том, что в период с 2016 года по настоящее время, вы можете представить, это 4 года, целых 4 года университет получал незаконно, да, как утверждается, более 250 миллионов рублей для обучения 136 студентов. Как можно было проглядеть 250 миллионов? Ну, видимо, либо, да, сговорившись, либо это прям большая группа людей, которые вообще ни черта не соображают. Фактически указанные студенты в университет не поступали. Ну, то есть бывает же такое, да, подали документы, то есть предоставили все необходимые документы, но в результате выбрали какой-то другой вуз. Что в итоге дальше произошло? Дальше Единая Россия оперативно исключила Ивана Слепцова из своих рядов. Ну, ребятки, я так думаю, что на самом деле там у вас немало достойных кандидатур на то, чтобы исключить. Ну, как говорится, не пойман, не вор, да. Но при этом в Единой России Иван Слепцов занимал ключевые должности. Он был членом регионального политсовета, членом президиума политсовета партии «Единая Россия» и
председателем сторонников партии. Ну, прям очень много всего. Основная суть в том, что, ну, как бы по утверждению следствия, Иван Слепцов заставлял педагогический и административный персонал университета тащить буквально вот этих студентов с 1 на 2 курс, со 2 на 3 курс, с 3 на 4 курс. То есть буквально каждый год, каждые 2 вот этих семестра в году, да, проставлять всем зачеты, экзамены, да, вот этот вот весь документальный перевод производить вот несуществующих этих мертвых душ, тащить их до 4 курса, а на 4 за академическую неуспеваемость их просто отчисляли. И, видимо, для этого потребовалось 4 года, чтобы всю вот эту последовательность отследить. Я, честно говоря, не знаю, ну, может быть, действительно, с самого начала было подозрение и у следствия, и у органов, да. Но вот посмотрим, что будет. Сейчас записывают, как обычно у нас в нашей республике, любят поддержать тех, кто попал якобы в опалу, поддержать какими-то видеороликами, какими-то там высказываниями. Ну, по факту получается, что он заставлял весь профессорско-педагогический состав в этой афере, и это, ну, это прям так вообще отвратно. То есть это, по сути, ну, вот столько людей нагнуть, и столько людей молчало об этом. И вот сейчас они где-то пишут анонимно в комментариях, что да, это давно, да, это там было и так далее. А сколько всего вообще происходит из того, что мы не знаем? Сошлюсь-ка я на своего любимого Виталия Обедина. Виталий, он сделал подборку в высказывания главы Якутии на тему тех или иных претензий правоохранительных органов по отношению к тем или иным известным якутянам, да, причем до судебных решений. Ну вот что касается дела Владимира Федорова, первого заммэра по ЖКХ, претензии по дипломам. Что касается увольнения Федорова, Сардана Владимировна приняла абсолютно законное решение. Как у нас городом могут управлять люди, не имеющие на это достаточной квалификации? Поэтому абсолютно законное и правильное решение. Дело Виктора Лебедева. Ну, кстати, по нему я вопрос задавала буквально уже сколько? Год назад. И тишина, да, ничего не происходит. Виктор Лебедев, депутат Илтумен, директор якутской компании «Саханефтегазбыт», сломал нос подчиненному. Мы никоим образом не должны торопиться. Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка, была там драка или не было. В любом случае, по их итогам будет дана оценка действиям сторон. Хотя ажиотаж все поднимают, хайп на этом ловят. Не надо этим увлекаться. В любом случае, по их итогам будет дана оценка действиям сторон. А когда она будет дана-то? Уже год. Дело Василия Гоголева, заммэра по строительству, получения взятки. Мы же сегодня ведем речь не просто об экономическом преступлении. Была преступная схема, связанная с коррупцией. И, к сожалению, Георгий Олегович, по версии следствия, имеет к ней прямое отношение. К инвестиционному климату этой ситуации имеет отношение ровно в той мере, что коррупционные проявления, независимо от того, чем занимается человек, должны пресекаться, сказал Айсен Сергеевич. И что касается дела Ивана Слепцова, мошенничество, злоупотребление полномочиями. Конечно, возникла очень хорошая ситуация. Сегодня он находится под арестом. Будем ждать результатов следствия. Никто не может быть обвинен в преступлениях до решения суда. Ну и, как добавляет Виталий, сразу видны непредвзятость и принципиальность. Не видать нам моста. И Осохой не помог. Слушайте, ну, на самом деле, конечно, это и не смешно, не грустно и не радостно, а вполне предсказуемо то, что такого рода информационная повестка будет в отношении Ленского моста, предполагалось и ожидалось, и неоднократно уже были высказывания и со стороны Минтранса Российской Федерации. Отказали. Нет финансирования. Тяжелый был год. Путин сказал, Путин забрал свое слово. Так бывает.
кстати. Вся шумиха-то началась с публикации в Forbes, и, как оказалось, я, практически первая запустила эту новость в информационном пространстве, а потом только проснулись остальные телеграм-каналы. Конечно, им надо было проанализировать, мало ли что там Алена Алексеева опубликовала в своей тележеньке, да. Деньги из федерального бюджета, это практически 48 миллиардов рублей, пойдут на другие проекты. Там, конечно, проекты хорошие, проекты нужные, проекты, которые уже запущены. Хотя на следующий день, буквально в каких-то скромных релизах, не помню, проектантов, по-моему, было сказано о том, что нет, проектные работы ведутся в полной мере, в полном объеме. И все цепляются за ту фразу в статье Forbes о том, что, будут изыскиваться средства на продолжение строительства этого моста. Когда это будет, неизвестно. Честно говоря, я прям не знаю, как сглазили. И большинство, конечно, начало муссировать, опять же, эту тему в контексте сравнения с Джодой, да, другим проектом, который у нас лопнул как мыльный пузырь, который был, таким флагманом, да, пиара на тот момент мэра, а ныне Илдархана Айсен Сергеевича Николаева. Посмотрим. Это действительно ставка, это какая-то прям азартная игра такая, да. Просто расплачиваться будет действительно население. Не знаю, посмотрим, что там будет дальше. Что там будет дальше, мы не знаем, но население уже сейчас расплачивается своим здоровьем и своей жизнью. На прошлой неделе 9 человек отравились, 7 умерли в село Тамтор Татинского улуса. Очень грустно. Очень грустно. Для меня лично это очередное подтверждение того, что нету понятия трезвые села. Не работает этот механизм. Я просто убеждена, что люди пили, пьют и будут пить. Это вообще, такая тема, это аксиома, которую вообще невозможно никакими государственными мерами пресечь или исправить. И, конечно, было очень как-то прямо цинично, на мой взгляд, да, когда Роспотребнадзор опубликовал пресс-релиз о том, что антисептики внутрь принимать нельзя. Задним числом об этом сказали. Но это о чем вообще? Где они разместили это? В телеграм-каналах и на новостных сайтах? Вы думаете, в селе Тамтор Татинского улуса люди прям так и с утра до вечера, если не пьют, так прям сидят в телеграм-каналах, что ли? И читают ваши пресс-релизы? Тем более, что задним числом это действительно цинично. Предупредите заранее тогда. Правда, потом эту новость удалили со всех источников. В итоге предпринимателя, который произвел данный антисептик, в результате которого отравились люди, его нашли. Он живет и трудится в Свердловской области. 336 литров этого антисептика изъяли. И что? А итог какой? Итог такой, что есть трезвое село, в которое попал антисептик, которым отравились 9 человек, 7 умерли, и есть некий производитель в Свердловской области. И получается в новостном пространстве что? Люди умерли от антисептика, антисептик изъяли, все хорошо, все прекрасно. Дальше продолжаем увеличивать количество трезвых сел. Это не работающий механизм. Это никогда не работало и не сработает сейчас, понимаете? Зачем это все делается, я не знаю. Но... Как я вам уже обещала в самом начале выпуска, я взяла интервью у невероятно умного человека, очень интересного собеседника. Он плюс ко всему не просто собеседник и умный человек, это доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Это Киршенгольц Борис Моисеевич. Кроме того, он вице-президент Академии наук Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Борис Моисеевич. Добрый день. Благодаря сегодняшнему интервью я вообще впервые оказалась в здании Академии наук. Все время проезжала мимо и думала, как же там интересно внутри. Здание вообще историческое. Я к вам вот с каким вопросом. Тема, такая прям животрепещущая, наверное, я не знаю, если смотреть вообще на всю историю страны даже нашей, да даже Древней Руси, да, даже древнего мира. Пили, пьют и будут пить. Это вы с этим согласны или все-таки как-то... Я просто сама отношусь к той категории людей или сторонница подхода принятия. Я принимаю тот факт, что люди пьют. И лично мое отношение, да, ко всей этой ситуации, что нельзя запрещать людям. Во-первых, это унизительно.
просто унижающая личное достоинство человеческое мера, да, запреты я имею в виду. Но, тем не менее, понимаю, что и власть каким-то образом должна реагировать на те или иные происходящие, да, события или явления в обществе. И понятно, что у нас республика, она растянута по географии, а не ввысь, а в ширину, так скажем. И в каких-то маленьких поселках, может быть, действительно, кроме как запретить по-другому и нельзя ничего сделать? Или есть какой-то другой все-таки подход, более научный? Есть другой подход. Значит, он, во-первых, научный, во-вторых, он основан на анализе вообще исторических событий. Значит, ну, начнем, скажем так, начнем с анализа Библии. Значит, в Библии, ну, естественно, в переводе слова «алкоголь» повторяется более 40 раз. Дело в том, что алкоголь вошел в культуру, в человеческую культуру. Мы сейчас говорим даже там не о России, тем более не о нашей республике. На протяжении уже, по крайней мере, археологические раскопки показывают, что более 4000 лет. Более 4000 лет. До нашей эры. Ну, фактически, конечно, конечно. Мы все прекрасно знаем, что широкое распространение вина, да, значит, было, скажем, в Древнем Риме, в Древней Греции. Там функция вина была, она несколько иной. Ведь не было никаких антибиотиков, там, антибактериальных и прочих дезинфицирующих средств. И фактически вино, разбавленное водой, служило единственным дезинфицирующим средством. Вот. Его не только употребляли внутрь, там, мыли руки и так далее, и так далее. То есть, это нормальный объект древней культуры человечества. Это первое. Второе, значит, объективное основание того, что исключать алкоголь вообще из культуры человечества просто нельзя. Вот почему. Значит, есть такое понятие эндогенный этанол. То есть, это тот этиловый спирт, который синтезируется вообще во всех, на самом деле, живых организмах, включая организм человека. Его концентрация, скажем, ну, в дрожжевых клетках мы знаем, она достаточно высока, да? Значит, этиловый спирт синтезируют растения, особенно, значит, при попадании в какие-то экстремальные условия, скажем, засуха или затопления, когда нарушается поступление кислорода к корневой системе, да? Значит, растительные клетки начинают синтезировать этиловый спирт. Для чего? Для того, чтобы этиловый спирт – это вообще один из резервных запасных источников энергии. Но когда мы говорим о животных организмах, в том числе об организме человека, здесь у этилового спирта проявляется еще целый ряд нормальных, совершенно необходимых для жизнедеятельности физиологических, как говорят, функций. Значит, особенно это относится, опять же, к тем ситуациям, когда там, человек или животное попадают в экстремальные ситуации. Значит, более того, было совершенно четко показано, что, ну, я не сказал уровень этого этилового спирта, вот в крови, значит, человека в норме это где-то 10 минус 4 моля. Ну, есть такая размерность в химии. Вот, 10 минус 4 моля – это нормальный физиологический уровень. Если этот уровень снижается ниже этой нормы, то существенно в разы повышаются риски формирования целого ряда заболеваний. Прежде всего, заболеваний нервной системы, психических заболеваний. Потому что сам этиловый спирт, значит, он принимает участие в формировании клеточных мембран всех клеток. И в первую очередь, наиболее активно, это как раз формирование клеточных мембран, значит, ну, нейронов. Значит, при его снижении ниже этой нормы увеличивается хрупкость, уменьшается устойчивость клеточных мембран. Ну, скажем, такое очень тяжелое заболевание, как рассеянный склероз, это поражение миелиновых оболочек, значит, мембран нейронов, оно связано в том числе, одна из причин, это снижение уровня эндогенного этанола ниже вот этой самой нормы. Значит, здесь еще один такой, ну, действительно, сугубо биохимический научный аспект, значит, что этанол, ведь он вступает в метаболические реакции, в реакции обмена веществ, вот, и одним из первых, значит, его продуктов его преобразования является ацетальдегид.
принципе, он токсичен. И вот дальше, когда мы будем говорить о токсичности алкогольных изделий, водок и так далее, то мы в значительной степени будем говорить именно об ацетальдегиде. Но в концентрациях в 100 раз меньше, чем эндогенная концентрация этанола, альдегид совершенно необходим. Он необходим для синтеза, значит, как раз вот тех нейрохимических медиаторов, которые обеспечивают проводимость нервного импульса в клетках, скажем, центральной нервной системы, в клетках мозга. И именно со снижением содержания, скажем, дофамина связано формирование, например, всего спектра шизофрении. Это, Да, собственно значит, говоря, связь получается. конечно. Нервная, иммунная и Значит, гормональная. совершенно система, верно. да. Значит, если у нас уровень эндогенного этанола, своего, который синтезируется в организме, снижается ниже этой величины, снижается уровень его первого продукта превращения ацетальдегида, значит, нарушается синтез дофамина, да? Резко повышается риск возникновения шизофрении. То есть не получаешь счастья, становишься шизофреником. Ну, Банально там говоря. счастье, там маленько другой гормон, но в принципе это все очень связано. Да? Это вот, ну, как бы в двух словах, и я надеюсь на достаточно ненаучном, понятном языке, значит, я попытался объяснить, что эндогенный этанол – это такой же нормальный метаболит, только в более низких концентрациях, чем, скажем, глюкоза или другие вещества, которые либо поступают, либо синтезируются в нашем организме. Так? Значит, к сожалению, вот, в современных популяциях выделяют где-то порядка 1-2% людей, у которых уровень вот этого эндогенного этанола, он исходно по генетическим причинам, он снижен. И вот эта группа как раз и является группой риска, вот в частности, по тем патологиям, которые я только что сказал. Так? Значит, это первое. Второе. Значит, при попадании человека, мы сейчас говорим о людях, да, на самом деле то же самое у животных происходит. Ну, лучше о людях. В стрессовую ситуацию, так, потребность вот в этом этиловом спирте, как нормальном метаболите, повышается. Значит, не только в отношении регуляторных каких-то его функций, но и в отношении резервного энергетического субстрата. Вот все мы знаем, что энергию, значит, организм получает при окислении глюкозы либо жирных кислот. Да? Так вот, молекулярная эффективность энергетическая этилового спирта в разы выше, чем у глюкозы, и где-то на 30-40% выше, чем у жирных кислот. Да, его концентрация маленькая, поэтому в нормальном состоянии он не используется как энергетическое сырье. Но если там организм попадает в какие-то стрессовые ситуации, это не только, скажем, там, холодовой стресс, да, это и психологические стрессы. Резко повышается потребность в АТФ, то есть потребность в источниках энергии. И вот тогда в дело вступает как резервный источник и этиловый спирт. То есть можно ли вообще вот конкретно вот эту идею резюмировать в то, что несчастное население, оно с большой долей вероятности будет точно пить? К сожалению, да. То есть это первопричина все-таки неудовлетворенность, повышенный стресс? Да. Значит, почему вот, я и мои коллеги, которые в этой области работают очень давно, категорически против полных запретов производства, употребления и так далее алкоголя. Да? Значит, мы все прекрасно знаем, что в истории России 20 века было 2 попытки введения сухого закона. Первая попытка – это 1914 год, значит, в связи с началом Первой мировой войны. Будем считать так. Вы знаете, есть такая поговорка: 1 раз – это случайность, 2 раза тенденция, 3 раза закономерность. Да? Так вот, 1 раз, будем считать случайностью, все закончилось революцией. 2 раз, значит, это небезызвестный сухой закон Михаила Сергеевича. Значит, вторая половина 80-х годов, все закончилось 91 годом. Совершенно не хочется, чтобы была бы еще 3-я попытка, которая закончится уже крахом. Понимаете? Это вот такие аспекты тоже, да? Значит, и, наконец, здесь надо сказать о том, что можно стараться запрещать этиловый спирт. Но ведь этиловый спирт, помимо всего, вот, как мы уже сейчас говорили, это дестрессор.
То есть это вещество, которое купирует стресс в организме не только на физиологическом, но и на психологическом уровне и так далее. Да? Сейчас мы прям добро даем всем, кто в стрессе находится. Если мы... Нет, вот это мы дальше тут все-таки оговоримся. Слушайте внимательно до конца. Если мы полностью запретим, как в речах некоторых наших высокопоставленных российских, я имею в виду чиновников, это иногда звучит, значит, полное производство потребления этилового спирта, альтернативой для стресса что у нас является? Наркотики. Наркотики. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. И с этой точки зрения вот здесь совершенно необходима сбалансированная, умная, основанная на науке государственная политика в этой области. Вопрос-то на самом деле в другом. Не запрещать, а повышать, существенно повышать качество алкогольных напитков. Вот в чем суть. Я просто знаю, что Вот в вы чем этим суть. вопросом занимаетесь достаточно давно, Да, мы этим и вас занимаемся достаточно давно. давно обвиняют в том, что вы вообще сторонник чуть ли, прям не стремитесь споить бедное якутское население, у которого и ферменты не вырабатываются, и все им вообще надо запрещать. Как много таких обвинений было в ваш адрес? Много чего было. Значит, вот я уже начал говорить о том, что этиловый спирт, значит, попадая в организм, если это экзогенный, то есть при приеме внутрь, либо, значит, свой, синтезирующий в самом организме, значит, он претерпевает ряд превращений, и дальше уже он включается как нормальный метаболит в обмен веществ. Да? Значит, этиловый спирт вначале окисляется до первого промежуточного продукта, я его уже назвал, это ацетальдегид. Дальше ацетальдегид претерпевает дальнейшее окисление до так называемого, назову просто название этого вещества, это активная форма уксусной кислоты, так будем говорить, вот, и, значит, которая уже представляет из себя, собственно говоря, вещество, из которого может синтезироваться и жирная кислота, и глюкоза, и целый ряд аминокислот, то есть это нормальный метаболит. И, скажем, при превращении глюкозы, значит, в клетках, да, или там жирных кислот, вот эта самая активная форма уксусной кислоты, она является тоже промежуточным продуктом. То есть дальше ничего токсичного нет. Токсичностью для, особенно для нервных клеток, конечно, в повышенных концентрациях, обладает вот этот самый ацетальдегид. Да? Значит, то есть весь процесс утилизации принятого алкоголя в организм человека мы можем представить себе так. Значит, спирт очень хорошо всасывается в кишечнике, значит, через воротную вену попадает в печень, а в печени как раз содержится основное количество фермента, окисляющего его до ацетальдегида. Да? Значит, дальше там же в печени содержатся ферменты, которые окисляют альдегид дальше, то есть снижают вот эту самую токсичность. Значит, и мы получаем очень, она упрощенная, но она близко к реальности картинка, что бороться надо не с самим спиртом, а вот с повышенными концентрациями этого ацетальдегида. Это возможно. Это возможно. Значит, во-первых, я вот привык как бы так немножко писать. Давайте я коротко напишу для понимания, да? Значит, вот этанол, этиловый спирт. Вот он превращается. Я без формул, я пишу просто словами. В ацетальдегид. Дальше он превращается, значит, вот, в активную форму уксусной кислоты. Активная, да? И дальше уже включается в основной обмен веществ. Основной обмен веществ. Вот самая упрощенная схема. Значит, вот за это первое превращение отвечает фермент, который, мы его сокращенно назовем АДГ, алкоголь-дегидрогеназа, то есть окисляющий спирт до альдегида. А вот здесь работает фермент альдегид-дегидрогеназа. То есть уже как бы расщепляющая это. Да. Значит, вот чем больше ацетальдегида, тем выше токсичность, как промежуточного вещества. Значит, анализируя эту формулу, мы
можем записать, что концентрация ацетальдегида, чем активней вот этот фермент, понятно, ацетальдегида будет больше, верно? Да. Значит, АДГ мы запишем в числителе, активность АДГ. А чем активнее этот фермент, тем его концентрация будет меньше. Угу. Мы активность этого фермента запишем в знаменателе. И мы получаем формулу, которая очень многое объясняет вообще в генетической предрасположенности. Так. И формулу... Вот это в генетике есть, да? И это в генетике. И вот это в генетике. есть. Это Да. можно вычислять же, да, Конечно. уже в наши Конечно. дни? И Конечно. есть какие-то статистические же данные? Конечно. И вот в этой монографии я вот специально сделал вот такую вот закладку. Да? Угу. Значит, мы работали по 3 популяциям. Значит, наш коренной этнос Саха, русскоязычное население, то есть европеоидное население в республике. И поскольку одна из моих бывших учениц работала и много лет жила в Кении, то, значит, мы еще изучили этносы кенийские. Остальное взято из литературы. Хорошо. Подходы, методики единые. Об основном И говорится коренном вот что. населении? Значит, о коренном населении нашей республики, да? Да. Ну, Значит, об этом больше. выделяется у нас 4 группы генотипов на самом деле, да? Значит, вот у 2 из них активность этого повышена. Вот то, что говорят о том, что нет фермента и так далее, абсолютно неправильно. Примитивный, да, вообще какой-то, да. Это с точностью да наоборот. Наоборот. Значит, Повышенный он у достаточно большой части нашего населения, коренного населения, активность этого фермента, наоборот, повышена. очень высокий. А вот этого несколько снижено. И в А что соотношении получается дается при потреблении отравление, да? одной и той же дозы этанола, да? Значит, в организме людей, у которых активность этого фермента повышена, уровень альдегида выше, токсические эффекты все быстрее. Мгм. То есть это все результат токсических эффектов. На Это что все влияет? значит, влияет, во-первых, на отравление организма. Мгм. Да? Первое. Второе. Значит, если концентрация вот этого ацетальдегида сохраняется достаточно длительное время, то он как раз отвечает за формирование зависимости. Вот здесь функциональное распределение эффектов от употребления алкоголя следующее. Сам этанол в первую очередь обеспечивает эйфорию и защиту от стресса. В любом случае. У любого... Да, сам этанол. Мгм. Да? Но вот ацетальдегид обеспечивает до 90 с лишним процентов негативных эффектов. То есть это отравление, Мгм. это, значит, интоксикация, да. Это синдром похмелья, то есть постинтоксикация. И, наконец, это формирование зависимости. То 3 есть самых важных. задача сводится к следующему. Значит, определяя индивидуальный статус генетический, фенотипический статус каждого человека, мы можем сказать о допустимых для него дозах алкоголя. То есть это такой паспорт Своего рода, принятия да, алкоголя. устойчивости. Да. Мгм, Да. устойчивость. Это первое. Значит, это как бы задача, она хорошая, пока она мало реализуема, как и вся индивидуализированная медицина. Но есть еще и другой подход. Подход, который может быть реализован, и мы его реализуем уже не первый год на базе ФПК Якутия, который может быть реализован в промышленности. Это создание алкогольных изделий с пониженной токсичностью. Что значит понизить токсичность? То есть зайти с другой стороны, да, что называется. Вот все вот эти процессы, я уже сказал, они происходят в печени. Мгм. И этот фермент в основном в печени, и этот фермент в основном в печени. Да? Значит, и образование альдегида происходит там же в печени, в этих клетках печени. Значит, если вместе с этиловым спиртом, то есть в составе водки, например, да, ввести вещества, которые бы тоже хорошо всасывались, проникали вместе с этанолом в печень, Мгм. и здесь, в месте образования ацетальдегида, они бы этот ацетальдегид связывали, инактивировали и выводили из организма. В чем проблема? Проблемы никакой нет. Такие разработки нами Почему у всех в такие доступе нету разработки этого? нами были сделаны еще где-то больше 10 лет назад. Мгм. Значит, это у нас был грант
федерального конкурса, так называемый фонд Бортника. Так, это на инновационные разработки. Вот, мы получили этот грант на конкурсной основе. Мы разработали такую добавку, которая снижает токсичность алкогольных изделий. Да? Значит, причем эта добавка, она не синтетическая, она из природного субстрата, из лишайников. Просто мы отработали такую биотехнологию, по которой эту добавку мы можем получать, выделять. Она не содержится в чистом виде в лишайниках. Ее надо из крупных молекул, значит, методом нарезания, грубо говоря, значит, такая вот небольшая молекула, вот, она уже обладает вот этим свойством. Это так называемые лишайниковые бета-олигосахариды. Они очень прочные, они сами не разваливаются, не перевариваются, они хорошо всасываются, за счет своей химической структуры связывают, в частности, альдегид, не только альдегид, но альдегид в том числе, да? Токсины очень многие, и выводят из организма. Значит, в чем проблема, я вам могу сказать. Значит, несколько человек, бывших алкоголиков, это было уже где-то лет 7-8, наверное, назад, значит, воодушевленные. И вот такую водку ФАП Якутия впервые выпустила, она называлась Сайсарская. С этой добавкой. И многие ее попробовали, в том числе бывшие алкоголики, скажем так, и с удивлением обнаружили, что у них не восстанавливается зависимость. То есть, конечно, чего обычно боятся? Конечно, конечно, все зависит от дозы. Я понимаю, там целую бутылку пить не надо, но, скажем, несколько рюмок они выпивали и ничего. То есть зависимость не восстанавливалась. Они нашли меня. Значит, группа этих товарищей, они написали письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации с предложением вот эту биотехнологию вообще поддержать, распространить и так далее. Очень оригинальный был ответ из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тогда еще не Скворцова была, до нее там кто-то был министром. Значит, у меня где-то даже этот ответ сохранился, просто я его сейчас не принес, но смысл, значит, почти дословно там был такой. Министерство здравоохранения Российской Федерации заинтересовано в полном искоренении употребления алкогольных напитков населением России. Поэтому Министерство здравоохранения Российской Федерации, понимая, что такие водочные изделия приведут только к увеличению его потребления, значит, категорически против широкого внедрения этой разработки. Логика железная. Да, в стране единорогов. То, с чего мы с вами начинали наш разговор. Вот. Значит, стоит ли полностью запрещать производство, употребление алкогольных изделий в нашей стране? Я просто думаю вообще, вот да, то есть это же где-то вот эта идея же есть, что мы идем к светлому будущему, где ни один нормальный сознательный гражданин страны не будет вообще пить. Ну что за бред? Эта идея даже более бредовая, чем коммунизм. Да. Чем коммунизм, понимаете? Потому коммунизм что... хоть какая-то основа. Нет, на самом деле такую идею можно реализовать только в том случае, если действительно мозги 100% граждан будут чипированы. Да. Тогда мы бы вообще не сидели. Тогда мы уже не люди, да. И тогда, значит, при подаче импульса какого-то, значит, о том, что вот отвращение к алкоголю, вот тогда можно закодировать все население. Но, понимаете, даже при таком, не дай бог нам дожить до такого общества, так, это все равно будет иметь негативные последствия. Вот почему? Потому что, мы уже говорили о том, что это антистрессор, да? И в конечном итоге даже закодированный человек, все равно попадая в стрессовую ситуацию, так мозг устроен человеческий, он ищет альтернативные выходы. И он все равно будет искать в неких других, либо скажем, импульс счастья, как в некоторых фильмах сейчас иногда бывает фантастических, да? Вот, значит, либо наркотики. Но я не сказал еще об одном моменте. Значит, что ни в коем случае нельзя, конечно, даже ставить такую задачу полного искоренения потребления алкоголя в нашей стране, не только в нашей стране. Значит, на самом деле это еще и очень серьезный экономический момент. Мы, наверное, я имею в виду старшее поколение, помнит, что в Советском Союзе, начиная на самом деле не в 80-е, уже в 70-е годы,
когда еще был расцвет, до трети бюджета наполнялась за счет продажи алкогольной продукции. Ну, как и сейчас. Ну, я не говорю, что треть, но Но большой дело в том, объем. что сейчас, да. к сожалению, в бюджет идет меньшая часть. То есть вот я полностью сторонник призывов к тому, что эту отрасль промышленности, конечно, надо ренационализировать. Должна быть государственная монополия на производство, ну, соответственно, там, ну, на производство прежде всего алкогольной продукции. Понимаете? Обязательно. Значит, наш бюджет терпит колоссальные убытки из-за того, что большие деньги уходят в частный капитал и выводятся за границу, в том числе, и так далее. Вот. Значит, кроме этого, значит... Ну, и опять же, теневой бизнес, то же самое, Конечно, бутлегерство, конечно, которое на конечно. основе запретов Значит, и трезвых сел да, формируется. Значит, и существовало еще такое положение в Советском Союзе о том, что определенный процент, значит, поступления в бюджет от продажи, от производства и реализации алкогольной продукции шел как раз на развитие медицины. Ну, социальных сфер. Да. Ну, то есть, нет, медицины в первую очередь, потому что считалось, что, значит, ну да, там вот алкоголь, он яд, поэтому выручка от его продажи должна способствовать лечению. Кармическая компенсация такая. Да, совершенно верно. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет, поэтому, ну, вообще такая отрасль медицины, как наркология, у нас в стране просто в полной разрухе. Значит, даже в Москве, столице нашей Родины, фактически наркологическая служба, как служба лечения от зависимости, ликвидирована. Все наркологические диспансеры Москвы лишены юридического лица, переданы в ведение Московского института наркологии. Так? И для того, чтобы выживать, они занимаются фактически только платной детоксикацией. То есть снятие алкогольной интоксикации за плату. Огромное количество врачей-наркологов, как, собственно говоря, и в других отраслях медицины, ушли в частную медицину. То есть наркологическая служба в стране, и у нас в том числе, находится в состоянии, которое можно характеризовать скорее мертва, чем жива. Ну, сейчас же собираются опять как-то систему вытрезвителей восстанавливать. Может быть, это тоже какой-то эффект возымеет? Хотя, честно говоря, я не знаю, если по идее вот ту схему, которую вы демонстрируете, применять вообще в жизни, то, соответственно, нужны ли будут эти вытрезвители? Значит, еще раз хочу сказать, что вот эта добавка, эта схема, которую я так грубо нарисовал, она на самом деле реализуется. И на сегодня. Она дорогая в производстве. Насколько Нет, идет конечно. удорожание? Конечно, нет. Почему, конечно? Удорожание, я вам сейчас скажу, значит, это же микродобавки, очень небольшие добавки, да, там где-то, ну, скажем так, 1 к 2 тысячам. Ну то есть себестоимость она сильно не меняется. Удорожание порядка 1-2%. Это максимум. Если иметь в виду, что у нас водочные изделия растут на десятки процентов в год, да, то это вообще это исчезающая малая величина. Так производится, да, в итоге алкоголь вот в данное время, да? Производится. А почему? Это что? Это в нашей передаче я же не могу заниматься рекламой конкретной продукции, да? Ну, мне скажите. Вам могу сказать, водка. Почему, допустим, население не знает об этом, ну, как бы в у нас широкой уже массе? сколько лет запрещена реклама виноводочных изделий в СМИ? Сейчас мой выпуск, интересно, надо будет вообще очень тщательно проверить, в каких моментах это будет восприниматься как пропаганда, да? Виноводочных, табачных изделий. Так, мы конкретные бренды сейчас не называем, марки не называем, поэтому ничего такого нет, да. Так, а люди, которые пьют вообще что попало, в трезвых селах, куда привезли бутлегеры, паленку какую-то, да? Вот, к сожалению, мы имеем вот это прям печально, с чего вы начали наш разговор. Да, разговор с темой отравления санитайзерами. Да. Потому что потребность есть. Конечно. Есть санитайзер. Не было бы санитайзеров, были бы наркотики, выбрали бы наркотики. Не было бы наркотиков, там что-то другое. Ну, в общем, спайсы, да, это тоже все как бы имеет определенный ход и развитие. Грустно.
Вот, ну, я уже сказал о том, что значит, после того, как вот такие генетические анализы были сделаны, это довольно большие группы населения, мы просто с моими коллегами, друзьями из Московского университета отработали тест в свое время, значит, определение, вот как вы сказали, такого алкогольного паспорта, значит, по просто луковицам волос. Это очень чувствительный тест, там хватает где-то 3-5 луковиц волос, которому человеку, ну, может быть, не жалко, чтобы выдрали. Да? Вот. И этого по чувствительности, значит, уже хватает, чтобы определить вот эту самую чувствительность, то есть вот соотношение активности этих ферментов. Значит, А где делают такие анализы? Нет, это мы раньше делали, сейчас мы не делаем. В но России где-то делают? В России сейчас нет. Сейчас нет. Вот, значит... То я хотела 3 луковицы. Понятно. Значит, и вот, ну, все это самое, весь массив, значит, мы поделили как раз вот на 4, то, что я сказал, группы фенотипов, да, значит, вот тут прямо названы негативные и деструктивные, да, то есть Позитивно адаптированные, негативно адаптированные. Это более устойчивые, древние относительно устойчивые. Вот, кстати, коренные народы наши, не только Саха, но и малочисленные народы Севера, относятся к древним фенотипам исходно. Но в процессе эволюции, причем эволюции под давлением, в том числе алкогольных напитков, произошла вот такая дифференцировка. Ассимиляция какая-то или влияет, конечно, влияет. Значит, я сейчас вот о другом хочу сказать. Значит, и вот можно было в каждой популяции, это мы просто обработали литературные данные здесь уже, потому что, зная вот эти параметры, вот встречаемость вот этих вот форм ферментов, да, значит, мы можем вот это все рассчитать. Вот. И, значит, и вот смотрите, скажем, в европеоидных популяциях, да, значит, доля негативных или деструктивно адаптированных, то есть вот это с пониженной устойчивостью к алкоголю, она очень мала, видите, 0,3-0,1%, да. Значит, там, по-моему, только были шведы, у которых где-то там до 7-8% у них. Может быть, это результат ассимиляции. Теперь, значит, вот по русскоязычному населению Якутии и по коренному населению мы сделали, поскольку объект для исследования очень доступен, я говорю, корешки волос. Это не надо ни кровь брать, ни тем более там биопсию, ничего. Ну, да. Значит, мы сделали даже у детей, естественно, согласие родителей. И посмотрите, что происходит. Что происходит в поколениях. Вот я на это хотел обратить внимание. Видите? Причем это во всех этносах. Увеличивается именно в Увеличивается. деструктивном, Да. Увеличивается. Во всех этносах. В разной степени, но во всех этносах. И мы это видим вообще по анализу истории болезни, скажем, наркодиспансера. Вот если, когда мы начинали работать, это где-то конец 70-х, начало 80-х годов, у нас, кстати, на эту работу был грант Госкомитета по науке и технике при Совете министров СССР. И огромную работу, вот в том числе вот эту, мы сделали благодаря этому гранту. Это в советское время, в начале 80-х годов. Вот. Значит, скажем, время от начала злоупотребления алкоголем, ну, у молодых мужчин будем говорить, да, до формирования зависимости, оно составляло где-то порядка 10, 11 и более лет. Мы подобную работу провели где-то это уже в начале нулевых годов, даже в конце нулевых годов. Это время уже сократилось в 2 раза. То есть, если молодой человек начинает злоупотреблять, то с гарантией даже... 3-5 лет, 6, да? Да. С чем связано непосредственно? Вот именно вот с этим. Ну, то, что вот генные какие-то уже происходят изменения, но они как бы... Это тоже... проявление генетической активности, понимаете? Вот есть понятие генотипа, да? Вот я когда студентам лекции читаю, значит, я говорю, что такое генотип? Это клавиатура рояля. Значит, 90 с лишним % наших генов, вообще говоря, на протяжении всей жизни молчит. То есть, это клавиши, которые не звучат. А что такое там, пианист, да? Который вот... Внешняя среда. Да. Внешняя среда, совершенно верно.
И вот эти вот проявления, то есть та мелодия, которую внешняя среда извлекает из этого, из клавиатуры этого фортепиано, рояля, да, это и есть наш с вами обмен веществ. Все, я поняла тогда. Это социальная несправедливость, это стрессы, Много это вот чего. все, что вот у Много нас сейчас чего. происходит. Значит, Да. И вот эта мелодия, она называется уже не генотипом, а фенотипом. То есть это проявление генома, проявление значит, функциональной активности генов. И вот они-то как раз, к сожалению, в поколениях и подвержены, то есть в одном поколении это одна мелодия, в другом поколении изменились условия внешней среды, уже может извлекаться другая мелодия. Да, клавиатура та же. Выйти за рамки клавиатуры естественный организм не может. Да? Но мелодия может отличаться. Вот оно и получается, что, к сожалению, значит, ну вот мы брали 4 таких, как бы, ну, 3 поколения, тут 2 подпоколения. Да? То есть это подростки, молодежь, значит, люди среднего возраста и старше 50 лет. И вот мы очень четко видим, что у нас получается. Видите, очень резко растет представленность, особенно вот этой вот деструктивной формы фенотипов. То есть вот среди, допустим, молодежи уже около трети это люди с пониженной устойчивостью к алкоголю. Ни в коем случае не надо думать, что это алкоголики. Ни в коем случае. Это нет, это потенциально, это перспективы, которые могут действительно обозначиться в обществе. Да. Совершенно верно. Да. Да. То есть это не вердикт, это Нет, просто ни в коем случае. потенциально возможно. Да. То есть это группа людей, которые должны очень осторожно относиться к потреблению алкоголя. А сырье местное, да? Вот Тем не для менее. этой добавки? Да, для добавки. Да. Ну, на самом деле лишайники, они произрастают на всей территории, не только Российской Федерации. Это и тундра, это и лесотундра. Вот. То есть доступность сырья огромная. Единственное, что для переработки, конечно, надо знать, в каком месте это сырье собираешь, чтобы оно было экологически чистое и так далее, и так далее. Вот. Мы это умеем. Вот Так интересно, да, если коротко, это очень коротко, я думаю. Ну, мне кажется, уже пора нам, конечно, закругляться, во-первых. Во-вторых, огромное спасибо за то, что нашли в своем графике время. График действительно вам плотный, спасибо, что мы вы так долго договаривались. такие очень актуальные темы поднимаете, Вот. они действительно очень актуальны. Они затрагивают практически все сферы жизни. Это не только здоровье человека, это социальная сфера, это экономика, то есть все. Ну и резюме мое, по крайней мере, оно, по-моему, уже абсолютно ясно, что, конечно, даже речи о сухом законе быть не должно. Вот. Забота государства должна заключаться в другом. Это именно повышение качества алкогольных изделий, чтобы уменьшить риски не только токсических всех осложнений, но и формирования собственной алкогольной зависимости. Вот. И ну вот, на сегодняшний день представляется 2 реальных пути. Во-первых, это все-таки, конечно, государственная монополия на производство алкогольных изделий. Но это же на федеральном уровне. Конечно, нет, это... Ой, жаль, почему меня не смотрит Путин? Я сейчас говорю о государстве российском. Понятно, что субъекты федерации, к сожалению, это сделать не могут. Они тут же будут обвинены там, в нарушении антимонопольного законодательства, ну и вообще там во всех смертных грехах. Вот. И второе, ну, в принципе, даже вот при условии пока вакханалии с точки зрения производства алкогольных изделий, это все-таки есть такие добавки, которые могут уменьшить токсичность алкогольных изделий. Тем самым даже без монополии, без государственной монополии на производство, значит, в государстве есть такие рычаги, которые могли бы заинтересовать производителей вот, в снижении токсичности их алкогольных изделий. Это вполне можно сделать. Даже без введения госмонополии.
Понимаете вообще, да, масштаб проблемы на самом деле какой? В этой жизни очень много стресса, и вот этот стресс, по факту, он же увеличивается с каждым годом. Чем больше информации, тем больше стресса. Чем больше взаимодействия, тем больше стресса. Чем больше разрыв социальной справедливости, тем больше стресса. И запрет алкоголя – это на самом деле, ну, просто загон человека в угол. Кстати говоря, один из выпусков я хотела посвятить в дальнейшем проблеме наркомании, да, ну, избыта наркотиков и так далее. Но это такой очень обширный материал. На самом деле, прям целый, наверное, документальный фильм можно снимать. Я знаю, что за алкоголь не имеет того самого опасного токсического эффекта. Да, теперь я знаю. Но я не могу об этом вам вот здесь прямо так сказать, потому что это запрещается законом о рекламе в том числе. На самом деле я сейчас просто думаю о том, каким способом до вас, вот, ну, каким-то сарафанным способом до вас донести эту информацию. Потому что, ну, действительно, это очень важный для меня аспект, потому что я считаю, что если это людям нужно, то есть если они находятся в каком-то определенном стрессе, ну, во-первых, конечно, учитесь решать стрессовые ситуации. Не надо все решать с помощью алкоголя, но так или иначе, да? Я подумаю. Может быть, я организую какой-нибудь флешмоб или какой-нибудь квест. Или какую-нибудь встречу с подписчиками, да, где шепну. Это такая-то водка. В общем, пишите комментарии, как вам понравился выпуск интервью и о чем бы вы хотели видеть наши выпуски в следующие разы. Ставьте лайки. Обязательно поделитесь этим видео, потому что это действительно очень важно, да? Особенно последняя часть этого выпуска. Крайне важный вопрос. Поделитесь со всеми, кого вы знаете. Ну и встретимся в следующий раз на канале Алексеева Лайв. С вами я, Алена Алексеева, и меня смотрят думающие люди.